Татар-мультфильм при поддержке правительства Республики Татарстан к столетию образования Татарской АССР представляет народный образовательный анимационный проект «Век Татарстана». Создатели проекта объехали всю республику, побывали в 43 районах Татарстана, в 5 районах Казани и в 3 районах набережных Челнов. Провели для всех ребят, участников встреч, уроки по истории Татарстана и мастер-классы по анимации. Результат – более 30 тысяч участников, более 500 стихов и более 2500 детских рисунков. Все о геральдических символах любимой республики и родного района. Любите свою родину, изучайте ее историю и смотрите народный детский мультфильм «Век Татарстана». ТАССР уже сотни лет. Празднуем мы 100 000 побед. Век мы живем под счастливой звездой. Радость несет этот день нам с тобой. Над древней землей 7 перьев в крыле Парит белый барс на нашем гербе. Герб – это символ, его нужно знать. Родина герб будем мы воспевать. Гербы есть у всех городов и районов. Смысл глубокий, в гербах воплощенный. Век Татарстана в народных стихах миру расскажем о наших гербах. Встречайте, наши ведущие Геральдика Гера и символика по имени Лале. Добрый день, друзья! Добро пожаловать в исторический научный мир гербов. А я считаю, что в гербах есть легенды и сказки. Сказки? Геральдика – это наука точная и старинная. Факты, факты и только факты. Разобраться во всем этом нам помогут молодые художники и поэты, которые в своих работах воспели гербы своих районов. Ну, тогда начнем наш урок. А лучше начнем наше путешествие. А вот, кстати, и кораблик с парусами. Корабли давно здесь строят, и коммерция цветет. Вот на Волге белый парус, а под ним ладья плывет. Молот змеями обвитый сообщает всем о том, что зеленый дол считают трудолюбие образцом. Но ведь ладья – это шахматная фигура, а на картинке кораблик нарисован. Это от слова «лодка» придумано. В геральдике корабль – знак движения вперед. Да-да, и еще символ общения народов. А есть еще ладьи и кораблики на других гербах? Конечно, есть. Смотри, вот, к примеру, набережные Челны. Наш челн на полных парусах средь волн несется к цели. А весла значит, что в трудах проводим дни, недели. КамАЗов длинные ряды рождаются на свет. Здесь много света и воды, челнов прекрасней нет. А скажи, Геральдика, раз речка на гербе нарисована, значит, в ней и рыба водится? Водится, а как же? В Татарстане рыбный промысел с давних времен процветает. На Серебряной реке показался вдалеке золоченый крытый струк, что построен сотни рук. Рыбки 2 на том гербе мне подскажут и тебе. Это славный, это он, наш Лаишевский район. А вот еще рыба с голубыми пятнышками. И называется она пеструшка. Нет в Татарстане выше гор, чем там, где на гербе мы видим купол белый и рыбку пеструю, плывущую к холмам. Здесь Бугульму возвел народ умелый. Какой красивый район! А давай еще рыбок посмотрим. Очень уж они мне нравятся.
Рыбно-Слободский наш район недаром так зовется. Здесь рыба ловится давно и кружево плетется. В ажурных украшениях сияет солнце свет. Для жителей района земли роднее нет. А это рыба-щука, по реке Шишма плывет. Значит, мы в Новошишминском районе? В нашей речке рыба-щука обитает много лет. Мы освоили науку, из нее варить обед. Крепость здесь была когда-то, знает каждый из ребят. Здесь почетно быть солдатом. Дом здесь пахотных солдат. Как символично! Пахотные солдаты. Это потому, что они, как воины на страже границы, стояли на страже своих полей? Почти правильно. Только не как воины, а сами воины. Им выделяли землю, и они тут и жили, и сторожили, и урожай собирали. Поэтому на гербе и меч, и стена крепостная. И щука — символ осторожности, бдительности и охраны. О! На этом гербе целых 5 рыб. Да, но обратите внимание, деревянный город на лодках стоит. Есть на свете город-остров, рек широких перекресток, срублен в углических лесах, приплыл на лодках и плотах. Здесь рыбачат 5 столетий, остров Град, он чист и светел. Мой Свияжск родной стоит, мал, но очень знаменит. Ничего себе! Целый город по реке перевезли. И дома, и церкви, и целую крепость. Крепости в старые времена нужны были для защиты. Вот смотри, следующий герб. Здесь древняя крепость стоит на защите. Казанские ханы воздвигли оплот, твердыни из бревен. Но вы не ищите лазейки малейшей. Здесь враг не пройдет, здесь астра цветет. Знак она — долголетие, колосья пшеницы и зелень лесов. Так Арский район наш живет, что столетие известен и к новым победам готов. Какая красивая крепость! В геральдике очень часто встречаются крепости или рыцарские мотивы. Как на этом красном гербе? Да, это турнирные рыцарские копья. Здесь на рыцарском турнире века 3 назад, 4 схватки воины сошлись, так тетюши родились. На гербе сегодня красном 2 копья и солнце ясных, 2 полоски быстрых вод, мой родной район цветет. А вон, смотри, еще одна крепость. В районе Спасском каждый колосок трудом взлелеен. В старинном Болгаре история жива, загадками, легендами овеян. А камни крепости древнее, чем Москва. А тут сова сидит на каменной стене. Это тоже крепость? Сова — символ мудрости и бдительности. На этом гербе она границу охраняет. Здесь рады гостям, но не пустят врага. Была здесь когда-то граница. С тех пор в Черемшане покой очага в ночи хранит мудрая птица. Нравится мне сова, умная и мудрая, прям как я. А мне нравится чайка. Чайка! Значит, рядом должна быть речка. Добро пожаловать в Камское устье. Слияние 2 величайших рек средь устья Камского с крутыми берегами. Тут так же вольно дышит человек, как чайка над лазурными волнами. Ничего себе, вот это да! Красота-то какая! А вот послушай, жаворонок поет. Солнца первого лучи, жаворонка трели. Вы, конечно, побывать здесь давно хотели. Ценят упорный труд, скромность уважают. Ютазинским славный край люди называют. А это голуби? Все правильно. Это 3 голубки, символы дружбы и братства 3 народов: татар, чувашей и русских. Устремили крылья к солнцу 3 серебряные птицы. 3 народов крепкой дружбы тайна древняя хранится.
в Аксубаевском районе, что голубки берегут. Татары, русские и чуваши все одной семьей живут. А ты знаешь, что Чатыртау или Шатер-гора – самая высокая точка Татарстана? Конечно, ее высота 321 метр. И на этой высоте опять птица. Это же сокол-хранитель. И он, кстати, изображен на следующем гербе. Над горою Чатыртау сокол ясно реет. Донести благую весть до людей сумеет. Что земля, где он живет, место процветания, а Знакаевский район дали ей название. А вон еще птицы, это иволги. И они золотые. Гора, сноп пшеницы и лента реки. Две иволги к солнцу стремятся. Легенд край и песен, что сердцу близки. Привык он опастово зваться. Еще птичка. И какая красивая! Красный дятел. Труд Елабуги упорный, уважают с давних пор. Скромность, мудрость, ум проворный. Не пустой здесь разговор. Нас столетия птица дятел охраняет ото зла. Сил немало он потратил, чтоб Елабуга цвела. Композиция герба Елабуги представляет аллегорию борьбы добра со злом. Аллегории – это моя стихия. Я сама расскажу. Дятел – это символ трудолюбия, неутомимости, упорства. Смотри, вон на следующем гербе опять сокол. Белый камень, склон отвесный, сокол зорко смотрит вдаль. Коль приедешь, друг прелестный, расставаться будет жаль. Есть озера здесь, и реки, и традиций миллион. И поэтому навеки я влюблен в родной услон. Интересная все-таки сокол-птица. Сильная, смелая. А, кстати, в Татарстане еще соловьев много. Соловей в геральдике – это символ таланта, певческого дара, чистоты. Он просто символ музыки и душевности, чем всегда славился татарский народ. Те два потока, что текут рекой, воспел наш соловей в красивой песне. Здесь нефть и злаки, опыт вековой. И нет сармановского края расчудесней. А это опять сокол? Не совсем. Это самый крупный вид семейства соколиных, называется кречет. Вот Мензелинск, край смелый и свободный. Здесь люди чести и упорства собрались. От бед хранит район наш плодородный, парящий кречет, устремивший крылья ввысь. А ты заметила, как много птиц в гербах татарстанских районов? Конечно! Соколы, соловьи, иволги, голуби. Согласно статистике, в современной геральдике более трети гербов несут на себе изображение птиц. Ой, смотри, на этом гербе золотой петушок, прямо как в сказке. Местных жителей все знают, как умелых гончаров. Пара норок означает: есть тут выделка мехов. Много лет разводим птицу, и удачливы купцы. С местом трудно ошибиться. Мы зовемся пестрецы. Да, норки мехом своим во все века славились. А еще норка – символ осторожности, богатства фауны. Тогда скажи-ка мне, что обозначает медведь на следующем гербе? Он хозяин леса, символ защиты и мастерства. Посмотри-ка, у него в лапах топор. А почему? Потому что местные мастера такие дома деревянные ставили. На всю округу слава шла. Понятно. Что ж, переходим от птиц к животным. Искусный мастер-плотник в честь твою назвали люди край наш Балтаси. Медведь-работник, строящий избу, а позади небес высоких синь. Ух ты! А это что за зверь такой диковинный? А вот тут ты сначала стихи послушай. Где шумит завантуй и бубенчиков звон,
Там Тукаевский наш развеселый район. Здесь хозяин Арслан, леопардовый лев. Дом построить захочешь, есть место для всех. Леопардовый лев? А такие бывают? Львы в геральдике встречаются часто. Вот такой, что идет и на 3 лапы опирается, а переднюю вперед вытянул, называется леопардовым. А вот этот конь может быть леопардовым? Этот конь, он лучезарный. Лучезарный конь по полю мчится, щедрый солнце диск колосьем светит. Мой Нурлат, могу тобой гордиться. Чувство это передам я детям. Лучезарный. Как романтично. А вот на этом гербе лось, и он фиолетовый. Не фиолетовый, а пурпурный. Пурпур – это символ власти. Пурпурный лось с золотыми рогами? Да, лось – символ независимости. Здесь древность седая оставила след. Беляр был великий построен. То было назад почти 1000 лет. Здесь что не мужчина, то воин. Район Алексеевский лося избрал эмблемой не ради забавы. Величие символом зверь этот стал. Свободы, достоинства, славы. Не кажется ли тебе, что как-то невежливо со стороны лося ломать деревья? Лось здесь ни при чем. Сломанная ель – символ границы, закамской засечной черты. Странный способ обозначать границы. Деревья в геральдике встречаются часто и имеют разные значения. А вот и, кстати, очень красивая сосна на гербе Нижнекамского района. Здесь нижний кам и мощных вод поток дает энергию для жизни городам. Здесь человек всего добиться смог, своим упорно следуя мечтам. Красивая здесь природа. А еще Нижнекамский район – крупнейший в России центр нефтехимической промышленности. Но, судя по гербу, можно подумать, что это район-курорт. Тут очень трепетно относятся к экологии. Оберегают реки, птиц и животных и леса. Да, потому что деревья – это легкие земли. А вот что символизирует дуб на следующем гербе? Дуб зеленый здесь повсюду. Он стремится выше туч. Никогда мы не забудем ту семью, что звать Хайбуч. Имя то родным нам стало, назван именем район. И вершин еще немало, покорить сумеет он. Выше туч. Красиво. А Хайбуч это кто? Жил-был однажды человек по имени Хайбуч, и было у него 3 сына. Поэтому на гербе у дуба 3 ветви. А крона из листьев повторяет форму района на карте нашей республики. Смотри, а вот опять елочка. И она как новогодняя. Прямо бери и наряжай. Здесь золото полей тебя слепит, и аромат густых лесов еловых окутывает, и ручей звенит, и хочется в собой приехать снова. В геральдике каждый цвет имеет свое толкование. Например, золотой цвет – это символ знатности, силы, могущества, надежности, богатства и великодушия. Но порой этот цвет означает другое золото, самое важное. Дай угадаю. Это же хлеб? Правильно, хлеб, поля, зерно, в общем, хлеборобство. Смотри, а на следующем гербе целый сноп. Сила в дружбе и единстве. Золотых колосьев сноп красной лентой перевязан. Пашет, жнет тут хлебороб. Плодородие и богатство, и спокойной жизни тишь. Здесь царят, и каждый знает, место это Мамадыш. А вот опять хлебные колосья. И, обрати внимание, серебряный свиток. Да-да, это символ мудрости и образованности. Здесь издавна держали оборону. Буинским называется наш край. Художников здесь родина, ученых. Ты в гости поскорее приезжай. А от кого здесь держали оборону?
500 лет назад здесь проходила Карлинская засечная черта. Стояли оборонительные сооружения. Они защищали границу от набегов кочевников. Подумать только, сейчас республика находится в центре России, а когда-то тут проходила граница. А сейчас давай отправимся на восточную границу нашей республики. 3 реки, и в их течении плодородный этот край. Раньше всех здесь всходит солнце и печется каравай. Все горою друг за друга, люди дружно тут живут, и людей тех в Татарстане актанышцами зовут. Первыми встречают солнышко. Раньше встают и раньше начинают работать. Да, трудолюбие – это черта всех народов, живущих в нашей республике. А какую черту символизируют весы на следующем гербе? 2 чаши весов этот герб украшают, с избытком на них и монет, и зерна, и зелень лесов тюлечи наполняют. Возник край в Орды золотой времена. Весы символизируют как былое величие Тюлечинского района, так и его современный потенциал развития. Былое величие — это про историю? Да, но и другие места с богатой историей, где сделано множество археологических находок, тоже есть. Вот, послушай. Высокая гора, а сверху чаша золотая и озера голубые. Мы на земле республика, где наша хранит свои богатства вековые. Это Высокогорский район. Именно здесь был древний город Иске-Казан или Старая Казань. А что геральдика, как наука, говорит про валенки? Я могу ошибаться, но думаю, что такой герб единственный в мире. За краем этим слава закрепилась родной земли сапожных мастеров. Валяльное искусство здесь ценилось. Успех свой кукмар умножать готов. Да уж, кукмарские валенки знамениты на всю Россию. А это что за ведро? Это вовсе не ведро. Это хлебная мера. В старину так зерно взвешивали, мерили. А на гербе она потому, что Чистопольский район играл огромную роль в российской хлеботорговле. Мой край родной все мерит щедрой мерой. Он в чистом поле был рожден, под синим небом, и с точностью часов красиво, гордо, смело. Район на Камских берегах прославлен хлебом. И все-таки наша республика очень хлеборобная. Смотри, опять хлеб. Именно. Каравай означает аграрное направление, развитое в районе. Но обрати внимание на узоры на краях рушника. Там и татарский, и чувашский узор. Молодец! А вот и сам герб. Татары и чуваши, 2 народа, вас встретят со свежайшим караваем. Мы в Дрожжановском трудимся с восхода. Светило, что так щедро светит краю. А на следующем гербе опять солнышко. В Бавлах есть горы, нефть, пшеница, все природные богатства людские. И славит герб во всей своей красе единство Татарстана и России. Добыча нефти в Татарстане очень важна для развития экономики. Кстати, нефть в старину называли каменное масло. Нефть бьет ключом из-под земли. Здесь принято трудиться. Альметьевск, град мы возвели, и можем тем гордиться, что Татарстан и вся страна район прекрасный знают. Ведь кровь земли, что так черна, здесь все не иссякает. Смотри, какой огромный нефтяной фонтан! Я таких высоких еще не видела. Это потому, что именно здесь находится знаменитое Ромашкинское месторождение. Район Лениногорский – столица всех достоинств. Здесь 80 лет мы добываем нефть, путей пересечения и родина героев. В стихах хочу сегодня мой милый край воспеть. Ой,
Какой красивый герб! Прям как у французских королей. Да, это интересная история. Здесь использованы элементы фамильного герба рода Менделеевых. Ты же знаешь, кто это такой? Конечно, великий ученый. Он таблицу химических элементов создал. И вот в честь Дмитрия Ивановича и назван город Менделеевск. 2 чудных красных лилии и камы синева. Великий Менделеев району имя дал. Земля здесь изобилие, науки торжества. Похвал высоких много, мой край завоевал. Да, на нашей земле немало людей знаменитых. И поэты, и писатели, и артисты, и ученые. Так и есть. Вот смотри на следующий герб. Да, я догадалась. Это свиток и гусиное перо. Именно. Они олицетворяют богатые традиции духовной культуры района. Здесь место света, силы, процветания. Заинск узнаешь ты за несколько минут. Ведь люди разных вер, культуры и призвания в согласии и мире в краю моем живут. О, а вот еще один герб с гусиным пером. Здесь рождены и Марджани, и дом был легендарного Хакима. Атнинский край, талантами сверкни. Земля твоя на них неистощима. После таких известных имен мне слышится нежная мелодия. А так и есть. Герб Муслюмовского района самый музыкальный в нашей республике. И река вам взгляд ласкает. Слышно, как поет курай. Все здесь сразу намекает. Это место просто рай. Здесь богатств природных много, медных руд и быстрых вод. Край Муслюмовский дорогой верный движется вперед. Ух ты! На гербе человек. А что, и так можно? Да, конечно. Особенно очень популярны всадники. Это как на гербе Москвы? Да, но и у нас в республике такие есть. Бьет белый конь копытом, не терпится уже. К звезде своей стремится прекрасный Эгерже. Хоть будет путь героя и долг, и тернист, но славою покроет он свой родной огрыз. А вот еще один всадник. И не просто всадник, а настоящий воин. Знамя, лад, кольчуга и верный скакун Алп-Батыру, конечно, помогут защитить свою землю и 1000 лун. Быть спокойным, что люди здесь смогут развивать край Алькеевский, сеять и жать, и районом гордиться по праву, чтоб потомкам еще на века передать эти гордость, достоинство, славу. Да, кого только нет на гербах. Кажется, все, что есть в природе, может стать его элементом. И не только то, что есть в природе. На многих гербах есть и мифические единороги, грифоны, сфинксы, крылатые пегасы, ну и, конечно, драконы. Это как на гербе города Казань. Конечно, наш знаменитый Зеланд. О городе этом сотни легенд и сотни написаны песен. И стар он, и молод, и в каждый момент он невыразимо чудесен. Крылатый дракон с золотою головой, его достижение, признание. Он наша столица, твой город и мой, его называют Казанью. Я и не думала, что геральдика может быть такой интересной наукой. А я поняла, что живая красота может быть интересней точных фактов. Но про все ли гербы республики мы рассказали? Ничего не забыли? Мы не успели рассказать про гербы городов и деревень, гербы районных центров. Их очень много, и все они очень красивые. И тоже с очень интересной историей. Но есть в нашей республике очень важный и самый главный герб. Встречайте, крылатый белый барс! Республика Татарстан! Из каждого младенца
молодого колоска взрастут поля золотой пшеницы. Неважно, где родился ты, в деревне на краю или в столице, прекрасен край, где мы живем, он нам от предков передан. Горжусь я гордо говоря, мой край великий Татарстан. Над размахом крыла солнца диск, и орнаментом бьется цветок. Я себе, выбирая отчизну, лететь отсюда не смог. Нет на свете земли чудесней, выбрал дом для себя и не зря. Край, где всюду разносятся песни, над полями аллей заря. Я живу здесь уже 100 лет и стою на защите стеной. Здесь герои рождались на свет, Татарстан — это край родной. Мы живем здесь уже 100 лет, этот дом навсегда нам с тобой. Впереди еще много побед, Татарстан — это край родной. ТССР уже сотни лет празднуем мы 100 тысяч побед. Век мы живем под счастливой звездой, радость несет этот день нам с тобой. Я живу здесь уже 100 лет и стою на защите стеной. Здесь герои рождались на свет, Татарстан — это край родной. Мы живем здесь уже 100 лет, этот дом навсегда нам с тобой. Впереди еще много побед, Татарстан — это край родной.